Для того, чтобы мастер-класс не был таким долгим, я уже как бы заготовки приготовил. То есть отрезал, чтобы здесь не возиться, и подготовил вот такие заготовки. Как изготовить ремень, какие методики применять и что необходимо помнить. Мастер-класс от Хасана Оздоева с первых же минут захватывает внимание слушателей. В данном случае так легко это все делается. Ремень из кожи буйвола считается одним из самых прочных и долговечных, но при условии соблюдения всех правил, говорит Хасан Оздоев. Мастер-класс помогает погрузиться в процесс головой и лучше освоить материал. Датяха уже ценцани бог биюлен чултяха сокитер звалхал дуацига с чего интересный хамдолька. Хасан Оздоев с детства увлекается кожей. Поначалу он просто ремонтировал изделия из этого материала, но потом, когда понял, что это у него хорошо получается, вплотную занялся кожевенным делом и не прогадал. Изречение Квинса: если вы делаете любимое дело, то вам никогда не придется работать. Вот именно с этого напутствия я как-то и начал. Это я сам пенсионер, отработал 30 льготных лет в Росгвардии и вот недавно уже как-то бы начал профессионально заниматься кожей. Хобби Хасана Оздоева переросло в дело жизни. Сейчас он занимается изготовлением разнообразных изделий из кожи всех видов. Здесь представлены лучшие работы мастера, начиная от чехлов на телефоны и заканчивая эксклюзивными произведениями. Вот средневековые доспехи из кожи буйвола, которые изготовил Хасан Оздоев своими руками. Мастер этот шедевр воссоздал по крупицам, собирая информацию из рассказов стариков и книг истории. Кожа буйвола очень плотная, в отличие от металлических доспехов, не сковывает движение. Этот щит, кстати, тоже ручной работы. Мастер работает в том числе и с экзотической кожи, а именно питона, страуса и даже крокодила. Собравшиеся удивлены представленным разнообразием экспонатов. Очень интересный мастер-класс. Я даже не думала, что нам столько интересного покажут. Из всех изделий мне понравилась именно крокодилья кожа. Ну, это уже интересно. Я думаю, что в дальнейшем это всем нам пригодится. Его изделия, созданные в национальном стиле, расходятся по всему миру. Он с радостью делится со студентами основами своего мастерства. Я думаю, что цель данной акции – это мотивация именно. Поэтому были вызваны студенты колледжа. Проявляют интерес, людям очень интересно. Такое мероприятие первый раз проводится вот в данный момент. И я думаю, на этом не остановимся. Такой мастер-класс в Национальной библиотеке Ингушетии проходит впервые. Это стало возможным в рамках федерального проекта «Гений места». Это долговременный проект. Вот в рамках этого проекта, как я уже говорила, он направлен на развитие креативной индустрии через библиотеки. И поэтому у нас здесь несколько таких проектов, которые несколько экспертов мы приглашаем. У нас также школа национального этикета также работает для девочек, и Марьям Тангиева ее ведет. У нас есть и литературные такие студии. Планируется мастер-класс по арабской каллиграфии, по фотомастерству. Перенять опыт и открыть себя в новом направлении. В Национальной библиотеке запланировали целый цикл мастер-классов, в которых сможет принять участие любой желающий. Зелимхан Калуев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.